Всем доброго утра, отличного настроения. Начинаем новый рабочий день в преддверии праздничных выходных. Итак, давайте сразу начнем о погоде. Что же у нас за окном, чтобы готовиться к выходным с улыбкой? На северо-западе и севере республики ожидаются дожди в Алекумском, Жиганском районах, местами сильные днем. В Верхоняне небольшие, местами умеренные дожди. Днем на западе Ленского района небольшой дождь, местами грозы, в центре без осадков. Ветер умеренный на северо-западе, порывы до 9-14 метров в секунду, при грозах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. На юго-западе 28-33 выше 0, на северо-западе 18-23 со знаком плюс. На северо-востоке 10-15 выше 0. Температура воздуха в 6 часов утра в Якутске составила у нас 15 градусов тепла, давление 749 миллиметров ртутного столба, штиль. Ну а днем сегодня в столице без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, температура плюс 27, плюс 29 градусов. С погодой на сегодня мы разобрались. Во всей республике достаточно тепло и хорошо, но будет небольшой дождик местами, да? Будьте внимательны, поэтому берите с собой на всякий случай зонтик, если погода к этому располагает. Ну, а теперь узнаем, что же в городском округе город Якутск нас ждет на ЭСЭХ. В предстоящие выходные 27 и 28 июня, когда мы будем отмечать национальный праздник ЭСЭХ в Якутске, погода в районе Усть-Хатынь ожидается по-летнему жаркой. В субботу, 27 июня, температура воздуха днем составит около плюс 25-27 градусов, возможна переменная облачность и кратковременные осадки в первой половине дня. Ветер слабый до 4 метров в секунду. К вечеру погода станет более спокойной и благоприятной для праздничных мероприятий, а ночью около 18 градусов. Если планируете ночевать, будьте внимательны. В воскресенье, 28 июня, погода будет примерно такой же. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Однако существенных ухудшений погоды синоптики не прогнозируют. Ветер остается умеренным, около 3-4 метров в секунду. Таким образом, участникам и гостей национального праздника ждут по-настоящему летние выходные. Теплая погода, легкий ветер и комфортные условия для гуляний, спортивных состязаний и культурной программы. Тем не менее, отправляясь на праздник, не забудьте взять с собой легкую верхнюю одежду и зонтик на случай кратковременного дождя. Ну и, конечно, будьте внимательны, чтобы обязательно у вас был головной убор, потому что все равно это очень летняя погода и, конечно, нужно беречь свое здоровье. Наша Якутия – это бескрайние просторы, где дух захватывает от размаха, но мир так велик, что даже за 3 морями можно найти удивительные параллели. Сегодня в нашем эфире путешествие в Китай, в сад, где гортензии создают атмосферу вечного утра. Эти цветы словно живые светофоры, синие, как озера Байкал в ясный день, и нежно-розовые, как отблеск заката над Леной. Там среди этих кустов каждый лепесток звучит своей мелодией. Обширные цветочные поля, окрашенные в розовые, голубые, фиолетовые и белые оттенки, которые раскинулись среди зеленых холмов. Посетительница Тянь отметила, что давно хотела увидеть знаменитые сады своими глазами. Впечатления оказались просто замечательными. Обширные цветочные поляны, а гортензии самых разных оттенков образуют бескрайние красочные массивы. Узкие тропинки извиваются среди цветущих кустов, открывая просторные панорамные виды, идеальные для фотографий. Воздух свежий и чистый, поэтому прогуляться здесь – настоящее удовольствие. Еще одна посетительница Хуан отметила живописность и разнообразие оттенков местных ландшафтов. Меня впечатлили бескрайние поля гортензий, покрывающие склоны гор. Наибольшее впечатление на меня произвели цветочные поля на середине склона, где голубые и розовые оттенки гортензий красиво переплетаются между собой. Я очень рекомендую его своим друзьям. Благодаря прохладному горному климату и плодородным почвам гортензии в Юннане ежегодно образуют масштабные цветочные массивы. Яркие пейзажи привлекают в регион многочисленных туристов, любителей природы и фотографов, желающих увидеть одно из самых эффектных сезонных явлений на юго-западе Китая. Ну что же, мы узнали
полюбовались гортензиями, конечно, узнали погоду на наш главный национальный праздник ЭСЭХ. И пока многие завершают подготовку к торжествам, давайте вспомним советы по выбору праздничного образа, которыми поделилась дизайнер Татьяна Лифу. Недавно она была в нашей студии в гостях и рассказала о том, какие тренды будут актуальны на ЭСЭХе в этом году. По словам эксперта, при выборе наряда прежде всего стоит думать о комфорте. Праздник проходит на открытом воздухе и обычно сопровождается теплой летней погодой, поэтому лучше выбрать одежду из натуральных тканей – льна, хлопка и других легких материалов. Такие ткани позволяют коже дышать и помогают чувствовать себя комфортно даже во время продолжительных мероприятий. Также дизайнер рекомендовала одеваться предпочтение свободному крою, который не сковывает движение. Важную роль в создании образа играют аксессуары. В солнечную погоду хорошим дополнением станет легкая шляпка или другой головной убор. Он не только украсит образ, но и поможет защититься от солнца. Особое внимание Татьяна Лифу советовала уделить украшениям. Здесь нет строгих правил. Можно выбрать традиционные серебряные изделия, которые являются частью национальной культуры, а можно остановиться на украшениях из дерева или других материалов. Все зависит от личных предпочтений и бюджета. Главное, чтобы аксессуары дополняли образ и подчеркивали индивидуальность. Что касается цветовой гаммы, дизайнер рекомендовала обратить внимание на природные оттенки – белый, молочный, бежевый, песочный, различные оттенки зеленого. Именно цвета остаются такими наиболее востребованными, гармонично сочетаются с атмосферой летнего праздника. Мужчинам эксперт также предложила не ограничиваться исключительно традиционным камзолом. Отличным вариантом могут стать светлые рубашки или блузы свободного кроя, которые выглядят празднично, современно и при этом позволяют чувствовать себя комфортно в течение всего дня. Поэтому, собираясь на ЭСЭХ, выбирайте наряд, в котором будут сочетаться традиции, удобство и ваше собственное настроение. Главное, чтобы образ нравился вам, был легким и, конечно, удобным. Напоминаем, что погоду на ЭСЭХ обещают очень теплую, жаркую, поэтому внимательно обратите внимание особенно к своему здоровью и, конечно, не забудьте головные уборы. Но мы переходим к новостям. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В 2027 году в России не стоит ждать пенсионного бума из-за завершения переходного периода реформы массового выхода на пенсию по возрасту не произойдет. Следующая возрастная группа еще не достигла установленного порога. Но это еще не значит, что выплаты заморозили. Право на досрочную пенсию сохранят многодетные мамы, работники вредных производств, северяне и другие льготные категории, а также те, кто уже мог оформить пенсию раньше, но отложил это решение. Плавное повышение пенсионного возраста, начатое в 2019 году, завершится в 2028. Тогда на заслуженный отдых смогут выйти мужчины 63-го года рождения и женщины 68-го года. Железные дороги Якутии отчитались перед акционерами. В прошлом году услугами компании воспользовались 465 тысяч человек, и количество пассажиров только растет. При этом большую часть выручки традиционно составила прибыль от грузовых перевозок. Однако намеченный план по грузообороту железнодорожникам выполнить не удалось. Руководство компании связывает это с падением добычи угля. Среди достижений ушедшего года – открытие представительства в Минске. Теперь товары из Беларуси доставляют в Якутию напрямую, без посредников. Мы в прошлом году по-прежнему работаем над запуском и строительством подходов к погранпереходу Джалинда-Махе. Это большой объем, длительная работа, мы уже несколько лет занимаемся. По-прежнему там работают, проходят совещания, проходят работы. Мы там занимаемся, работаем с Минтрансом, с правительством, с российскими железными дорогами. Поэтому надеемся, что на следующий год тоже уже какие-то небольшие результаты начнут появляться. В Центре опережающей профессиональной подготовки состоялась встреча с абитуриентами, в ходе которой представители учебных заведений рассказали о деталях приемной кампании, федеральной программе профессионалитета и перспективах трудоустройства. На будущий учебный год в 54 образовательных организациях Якутии, включая колледжи и вузы, утверждено около 7 тысяч бюджетных мест. Для удобства будущих студентов предусмотрены различные способы подачи документов, в том числе через портал госуслуг.
Для того, чтобы закрепиться на предприятиях, есть понятие целевые договора. То есть мы готовим под потребности конкретных работодателей. В настоящее время у нас 23 целевых договора. Студенты, поступающие к нам, могут тоже заключить целевые договора, и у них будет первоочередное право зачисления к нам на бюджетные места. А также у нас есть форма такая дуальное обучение, когда теория изучается у нас в организации, а практические занятия проходят на базе работодателей. У нас 53 договора дуального обучения. 6 ветеранов специальной военной операции из Якутии 26 июня примут участие во Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Обилимпикс» для ветеранов СВО в Казани. Для якутян это шанс доказать, что после службы можно не только вернуться домой, но и освоить новое дело, стать профессионалом, найти себя в мирной жизни. Деловая программа чемпионата будет посвящена самому важному – как помочь тем, кто получил тяжелые ранения, найти достойную работу и адаптироваться в обществе. В конце этого года в Якутии заработает новый двигатель для кино. При корпорации развития республики запустят фонд кино и анимации с капиталом 150-200 миллионов рублей. Приоритет тем картинам, которые готовы выйти за пределы Якутии на федеральный прокат, стриминговые платформы и международные рынки. Фонд поможет с постпродакшеном, монтажом, звуком, дубляжом, маркетингом и фестивальной упаковкой, то есть тем этапом, где часто застревают даже талантливые работы. В планах поддерживать до 10 проектов в год, чтобы яркая якутская киношкола, собравшая в 2025 году рекордные 280 миллионов рублей в прокате, превратилась из культурного феномена в устойчивую индустрию. Мы продолжаем делиться новостями. В начале июля в Якутске пройдет праздник, посвященный Международному дню йоги. Горожан ждут открытая практика, знакомство с основами йоги и возможность провести выходной день активно и с пользой для здоровья. Подробнее о программе мероприятия и о том, почему йога остается популярной во всем мире, поговорим с основателем и руководителем школы йоги Марией Ли. Мария, доброе утро. Доброе утро. Ну, мы очень часто начинаем сейчас наше утро с йоги, благодаря инструкторам. Вот когда и где в Якутске пройдет такое интересное мероприятие, как Международный день йоги? В этом году 12-й Международный день йоги пройдет в спорткомплексе «50 лет Победы». Очень удобное расположение в этот раз, поэтому всех приглашаем. Вот что ждет участников и какая программа? В 9 утра начнется сбор участников, и в 10 часов уже непосредственно начнется само мероприятие. Традиционно мы начнем с торжественного открытия. Выступят официальные лица, представители от Министерства внешних связей, физической культуры, массового спорта. Также главные спонсоры мероприятия выступят обязательно. И затем мы уже перейдем непосредственно к программе. Что ждет? Мы рассказываем о теории философии йоги, знакомим людей. И затем уже переходим непосредственно к практике, потому что йога все-таки это прежде всего практический путь. И нам важно в этот день всем вместе позаниматься. То есть будет и суставная гимнастика, и комплекс упражнений асан, и дыхательные упражнения, и обязательно всем полюбившаяся шавасана, релаксационная техника. Очень интересно. Можно ли прийти тем, кто никогда не занимался йогой и хочет познакомиться с этим направлением? Да, безусловно. Одна из целей – это как раз познакомить в первую очередь людей, которые… Ну, вот сегодня йога, как знаем, очень популярна, да? Но некоторые боятся, думают, что вдруг у них там возраст уже не подходит, гибкость недостаточна и так далее. И вот эти все возражения мы снимаем, в том числе этим праздником. То есть мы приглашаем абсолютно всех желающих. Для этого ничего специально не нужно, кроме вашего желания. Можно прийти, познакомиться, попробовать. Не страшно, что что-то будет не получаться. Кроме того, мы также приглашаем и опытных людей в этой практике, потому что это возможность поделиться как раз своими знаниями, рассказать, например, о своей студии йоги. Это тоже будет очень здорово.
Что нужно взять с собой? Ну, то есть и в одежде, и, получается, может быть, нужно взять коврик. Да, необходимо быть в удобной спортивной одежде и обязательно захватить в этот раз с собой коврик для того, чтобы было на чем заниматься. А так всех участников ждут приятные призы, в частности, от Генерального консульства Индии, город Владивосток. Это будут футболки с логотипом Международного дня йоги и призы от спонсоров, а также сертификаты на занятия йогой. Здорово. Почему День йоги отмечают во всем мире, и что означает этот праздник для вас, как для практикующего, да, специалиста, и для всех, кто занимается йогой? Вообще, этот праздник официально был учрежден премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2014 году. И впервые в Якутске мы праздновали в 2015 году. Тогда мы собрали около 400 человек на стадионе Туймада. И вот с тех пор это ежегодная традиция. Но надо сказать, что в первые годы было особенно интересно, потому что вообще официальная дата — это 21 июня, и абсолютно весь мир именно в один день практиковал один и тот же комплекс. Потом уже программа немножко видоизменялась, адаптировалась и так далее. Сейчас уже плюс-минус 14 дней до, после празднуют. Ну, наверное, так немножко удобнее с учетом погоды и условий. С чего лучше начать заниматься йогой, если ты впервые столкнулся с этим направлением, и какие есть ограничения, может быть, все-таки возрастные? Ну, не в плане занятия, а в плане подхода, с чего начать. Ну, на самом деле в йоге есть как сложные упражнения, так и базовые. И вообще это очень универсальная практика, потому что, например, в одной и той же группе один и тот же комплекс на самом деле могут заниматься и выполнять практику люди разной степени подготовки. И если преподаватель йоги будет внимателен к каждому занимающемуся, то можно всегда подобрать упрощенный вариант. Потому что есть так называемое совершенное выполнение позы, да, средняя степень сложности и элементарная. Так вот, элементарная степень сложности может выполнить абсолютно любой человек, независимо даже от состояния здоровья и состояния тела на данный момент. Ну, в общем, нужно довериться инструктору и выполнять. Да, конечно. Когда вы сами начали практиковать йогу, и с чего это началось? Довольно давно я начала практиковать йогу, мне было 14 лет, это было очень давно. То есть я практикую йогу уже более 30 лет. Сначала это начиналось как хобби, затем это превратилось в серьезный путь, а потом уже и в профессию. Очень интересно. И чем вас тогда привлекла йога? Так сложно, наверное, коротко ответить на этот вопрос, но для меня йога стала образом жизни. Ну, вот часто говорят, что отношение к йоге, так же, как к всем там фитнесу, аэробике, насколько они похожи и насколько фундаментальное отличие? Кардинальное отличие, потому что йога все-таки это путь трансформации и гармонизации человека, да? То есть если мы говорим о любом виде спорта, там все-таки развитие тела – это одна из ключевых целей. В йоге тело используется скорее как один из инструментов практики. И часто люди приходят и начинают заниматься йогой для здоровья, для того, чтобы как-то скорректировать фигуру, но, погружаясь в эту практику, понимают, что это намного-намного больше, глубже и шире, и в итоге приходят, например, к изменению характера, корректировке характера, улучшаются какие-то качества характера, да? А, как известно, характер – это наша судьба и наша жизнь, и поэтому неминуемо видят результаты своей практики, казалось бы, которая была вот на коврике, эти результаты переходят в жизнь. То есть человек вдруг как-то по-другому себя начинает вести, проявляться, становится, в частности, спокойнее, добрее, да, осознаннее и так далее. Поэтому это, конечно, путь, я бы сказала. Есть какие-то рекомендации вот по времени дня, по состоянию здоровья, может, по внутреннему ощущению, когда лучше каждому заниматься йогой и вот с какого направления, так скажем, начать, потому что направления немножко отличаются? Если у вас проблемы со здоровьем,
и уже возраст, например, там 40 плюс, да, и далее, то, конечно, я рекомендую заниматься сначала мягкой йогой, так называемой, да. То есть раньше йога была, ну, одна как направление большое, но такой известный мастер, как с вами Шивананда, разработал уникальное направление, которое назвал йога-терапия, и это стало спасением для современного человека. Потому что, к сожалению, сегодня даже среди молодежи нет абсолютно здоровых людей. И так или иначе в йогу надо входить постепенно и мягко. Сначала цель восстановить состояние здоровья, научиться правильно дышать, синхронизировать дыхание с движением, да, научиться концентрироваться, например, во время упражнений. То есть как бы приобрести некие базовые навыки, а уже потом двинуться, например, в изучение более сложных асан, более тонких практик, таких как пранаямы, дыхательные упражнения, медитации, там, ну и так далее. Ну, то есть все-таки нужно как-то комплексно подходить и к себе, и Да. к себе в йоге. Обязательно, да. То есть йога — это все-таки системный подход, и каждая ступень и последовательность изучения практик имеет большое значение. Кому особенно вы бы рекомендовали заняться йогой? А вы знаете, вот всем на самом деле, потому что в каждом возрасте, да, и чем бы человек ни занимался, йога может привнести что-то свое. Вот, например, любой человек, который занимается спортом довольно серьезно, например, он занимается легкой атлетикой или ходит там, в тренажерный зал, как мы знаем, что любой вид спорта, он забивает мышцы, да, дает какую-то излишнюю, например, нагрузку на суставы. И если сочетать, например, занятие любым видом спорта с йогой, то будет очень хорошая компенсация. Спасибо большое. Я уверена, что все зарядились мыслью, чтобы сходить на Международный день йоги и, конечно, посмотреть, что же нас ждет. Ну, конечно, спасибо нашему гостю за такие замечательные слова. Праздник йоги — это только начало, возможно, вашего пути, поэтому приходите, знакомьтесь, не забывайте коврики. Ну, а прямо сейчас мы вам предлагаем тоже небольшой комплекс упражнений йоги, который подобрали с нашим инструктором, чтобы сделать его вместе с вами утром, сделать утро более бодрым. Может быть, это тоже будет вашим началом попытки занятиями йоги. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сегодня мы с вами проведем восстанавливающую практику. И начнем мы с дыхательных упражнений. Положите одну руку на живот, выпрямите спину полностью, можно прикрыть глаза, за макушку потянуться вверх к потолку, сделать хороший вдох и надуть животик, как воздушный шарик. На выдохе подтянуть животик к позвоночнику. Снова сделаем вдох, надуваем животик, как воздушный шарик, и вторую ручку ложим в районе диафрагмы, между нижними ребрами. С очередным вдохом в животик и до вдохом в диафрагму мы расширяем ребра. С выдохом расслабляем диафрагму, подтягиваем животик. Снова делаем вдох и до вдох диафрагма, и затем идут ребра и ключичное дыхание. Мы поднимаем вверх ключицы и расширяем грудную клетку. И все это делаем последовательно. Попробуем. И вдох в животик, диафрагма, грудная клетка, ключичное дыхание. Выдох в обратном порядке. Сужаем грудную клетку, опускаем и расслабляем животик. Следующее, что мы делаем, левую ручку ложим на правое колено, правой ручкой поднимаемся рукой вверх. Здесь растягиваем боковые мышцы, делаем хороший вдох, выдох. Меняем положение. Правая ручка на левое колено, левая ручка вверх, вдох, выдох. Возвращаемся в положение. Переходим в позицию, в опору на 4 точки. Ладони у нас под локтевым и под плечевым суставом, колени под тазобедренным. Здесь делаем с выдохом, вытягиваем позвонок за позвонком к потолку, со вдохом, немножко проворачивая плечи назад, сгибаем локти в коленях и прогиб в грудном отделе. С выдохом вытягиваем снова позвоночник к потолку, расслабляем спину, шею.
И делаем круговые движения. Сначала в правую сторону, вниз со вдохом, левая, с выдохом к потолку. И в другую сторону, к потолку, в левую сторону. Прогиб в грудном отделе, соединяем лопатки, в правую, выдох. И можно еще зафиксировать это круговыми движениями. Соединяем все 4 точки. Угу. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Ставим ручки перед собой, ножки сзади на высокие. Выходим в собачку мордой вниз. Можно присогнуть колени. Поднимаем правую ножку вверх, а левую ложим в угол 45 градусов. Заднюю ножку заворачиваем вовнутрь. Выпрямляемся сначала. Здесь делаем хороший вдох. И с выдохом можно опуститься животом на бедро. Ручки поставить на локти. Угу. Здесь можно прикрыть глаза. Со вдохом и выдохом можно делать мягкие покачивающие движения, открывая и закрывая таз. Вдох и выдох. И можно полностью опустить голову на ладони, при этом продолжая движение. Хорошо. То же самое делаем на другую ножку. Сзади пальчики ставим на высокие. Выталкиваясь, выходим в собачку мордой вниз. Левую ножку вытягиваем вверх. Вперед, угол 45 градусов. Заднюю ножку заворачиваем вовнутрь, немножко косолапим. Сначала выпрямляемся в позвоночнике. Вдох. С выдохом можно уйти на локти. Здесь расслабляющие, покачивающие движения. Вдох. И с выдохом можно уйти в замочек из локтей. Вдох и выдох. Расслабляемся. Такая замечательная практика. Я думаю, что все потянулись и, может быть, даже вдохновились посетить Международный день йоги. Напоминаем, что он пройдет 4 июля в 10 часов в спорткомплексе 50 лет Победы. Вход свободный, поэтому вы тоже можете взять коврики и вот начать свою практику занятий йогой. Ну а мы продолжаем тему Исэха Туймаады 2026, столицы республики. В этом году организаторы подготовили более 100 мероприятий, посвященных Году единства народов России и Году культуры в Республике Саха-Якутия. Праздничная программа начнется утром 27 июня с традиционных обрядов очищения и благословения гостей алгысов. Также гостей ждут обрядовые церемонии, выставки народных мастеров, конкурсы национальных костюмов, выступления творческих коллективов и знакомство традиционной якутской культуры. Одним из центральных событий первого дня станет торжественное открытие Исэха Туймаады, которое состоится в 11 часов 30 минут. После этого начнутся многочисленные культурные и спортивные мероприятия. В программе конкурс кузнецов «Лучший якутский нож», состязания сильнейших спортсменов республики в рамках игр Дегына, а также республиканские конные скачки на призы главы Якутии. Вечером зрителей ждет национальный конкурс красоты и таланта Туймаада Ко 2026. Кульминацией праздника по традиции станет встреча солнца в ночь с 27 на 28 июня. В 2 часа ночи участники соберутся на обрядовую церемонию Кюню Кюрсё, после которой состоится массовый асохой, символ единения, благополучия и начала нового жизненного цикла. Во второй день праздник продолжается культурные программы, концерты и народные гуляния. В полдень состоится финальные соревнования игр Дегына, где определятся сильнейшие ботуры республики. Завершится Исэх Туймаады торжественной церемонией закрытия и награждением победителей. По прогнозам организаторов, в этом году главный национальный праздник Якутии соберет более 200 тысяч гостей и участников со всей республики и других регионов страны. Мне кажется, потрясающая программа, очень ярко, очень интересно, как и каждый год. Поэтому присоединяйтесь стать частью национального праздника. Это всегда вдохновение на
целое лето и, конечно, год вперед. Но лето в Якутии — это время, когда даже наша суровая земля расцветает тысячами красок. Иван-чай на сопках, желтые купавки в долинах. Но сегодня мы отправимся туда, где главная стихия — вода, а главное украшение — живые цветы. В Голландии на каналах проходит удивительный парад. Лодки, баржи и плоты превращаются в гигантские букеты. Тысячи тюльпанов, роз и гортензий плывут по глади воды, создавая движущуюся картину, которая отражается в небе и в глазах зрителей. Украшенные суда проходят по водным артериям города, а зрители наблюдают за ними с мостов и набережных. Страсть голландцев к каналам и цветам объясняется тем, что мы живем в регионе, где это очень важно. Наша культура связана с цветами. Нам нужна вода, и мы создаем ее сами. Реки и другие подобные элементы здесь сделаны вручную. И именно поэтому, когда ты живешь этим, оно становится частью тебя. И все украшения на лодках от местных производителей. Они хотят показать, что создают. Я думаю, в эти выходные 500 тысяч человек приедут посмотреть на цветы от голландских производителей. По словам участника парада Джека Груневегена, подготовка к мероприятию начинается за полгода до его проведения. Последние 3 недели занимаемся оформлением лодки. В последние 3 дня мы добавляем цветы. Цветов много, возможно, больше 1000. Затем мы отправляемся на 3 дня по всем каналам и Дельфте. Вестландский плавучий парад – давняя традиция региона, тесно связанная с развитой садоводческой отраслью и сетью каналов. Мероприятие считается одной из главных летних достопримечательностей провинции Южная Голландия. Ежегодно украшенные цветами и растениями суда проходят по водным путям, собирая на набережных и мостах многочисленных зрителей. Знаете, вообще прекрасные везде события, очень яркие, но вот у нас в Якутии есть выражение: время — это нить, которую плетут предки. Каждый день мы добавляем в нее новую петлю. И сегодня особый узелок, предпраздничный день. Наша постоянная рубрика «Даты и события» — это как коновязь степи времен. Мы привязываем к ней память о тех, кто был до нас, и о тех событиях, что сформировали наш край, нашу республику и нашу Россию. Поэтому давайте узнаем, какими знаменательными событиями сегодня поделится наша постоянная рубрика. На календаре 26 июня. Сегодня отмечают Международный день в поддержку жертв пыток, День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По народному календарю Акулина-гречишница. Крестьяне на Руси сеяли на акулину-гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали или за неделю до акулин, либо спустя неделю после акулин. Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. По этому поводу существовали особые поговорки: «Не равна гречиха, не равна и земля. В иную и воз бросишь, да после и зерна не соберешь. Не верь гречихе на цвету, а верь закрому». Этот день в истории. В 1870 году в этот день состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». В 1940 году в СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. В 1945 году в СССР введено звание «Генералиссимус» Советского Союза. В 1954 в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. В 2002 году состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». В этот день родились Уильям Томпсон Кельвин, шотландский ученый-физик; Агриппина Ваганова, русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог; Сергей Обнорский, русский и советский ученый-лингвист, академик; Павел Беляев, советский летчик-космонавт, полковник, Герой Советского Союза; Владимир Мотыль, советский и российский кинорежиссер; Ян Фабрициус, советский военный и партийный деятель, Герой Гражданской войны; Геннадий Зюганов, советский и российский государственный и политический деятель. Именины отмечают Александр, Акулина, Алексей, Андрей, Анна и Пелагея.
Национальный художественный музей республики совместно с Государственным музеем-заповедником Петергоф открывают грандиозный выставочный проект «Петергоф. Великолепный век», который принесет зрителей в атмосферу блеска и роскоши императорской резиденции. Выставка объединяет около 200 подлинных шедевров 17-18 веков из фондов Петергофа. Проект глубоко раскрывает тему мировоззрения, образования, развлечений и повседневного быта галантного и просвещенного века, времени правления великих российских императриц от Елизаветы Петровны до Екатерины Великой. Сегодня у нас в гостях Светлана Краева, куратор выставки, заведующая выставочной деятельностью Государственного музея-заповедника Петергоф. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас приветствовать у нас в гостях с утра прям. Вот последние годы Национальный художественный музей республики очень радует нас великолепными выставками. И, конечно, уникальная возможность увидеть выставку «Петергоф. Великолепный век». Это большая радость для гостей и жителей столицы республики. Расскажите, пожалуйста, в чем вот ее особенность? Особенность нашей выставки, которую мы проводим совместно с Национальным художественным музеем Республики Саха-Якутия, в том, что эта выставка, в первую очередь, рассказывая о Петергофе, о великолепном веке, мы говорим об этом сквозь призму женского правления, потому что почти столетие нашей страной управляли великие императрицы. Ну, это, безусловно, наверное, отразилось и в быту, и в их мировоззрении. Что будет самое интересное, на ваш взгляд, в коллекции, что вы привезли уникального, и что мы теперь можем увидеть у нас? Ну, мне бы хотелось обратить внимание нашего будущего зрителя на ключевые экспонаты выставки, которые организуют такую режиссерскую постановку, потому что не секрет, что каждая выставка — это праздник, это размышление, это какая-то трансформация и собственных мыслей, и желание ощутить глубину эпохи, связь времен. И мы надеемся, что нам это удалось, когда мы выстраивали экспозицию вместе с коллегами. Первый наш экспонат, который встречает каждого посетителя, это часы-череп английской работы начала 18 века. Они исполнены в виде серебряного черепа, то есть по форме, и содержат внутри часовой механизм. Это один из философских символов эпохи барокко. Часы говорят нам о бренности человеческой жизни, о скоротечности времени. Это небольшой, но очень значимый для экспозиции предмет. Также прекрасный ларец XVIII века, который был подарен тульскими мастерами Петру I, и практически 300 лет он не покидал стен нашего музея. Он находится в коллекции дворца Монплезир. Это редкая работа, потому что этот ларец, это бронзовый ларец. Он богато украшен орнаментом, богато декорирован, и по краям он имеет такую алмазную грань, так называемый алмазный край, который действительно сверкает, как настоящие якутские алмазы. Потрясающе. Вот. И также в коллекции есть уникальные предметы из фарфора. Это предметы собственного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, исполненные на императорском фарфоровом заводе на Невской порцеляновой мануфактуре вот, во времена Елизаветы. Ну и многие другие предметы, например, прекрасные женское статусное платье, бархатный камзол, в котором аристократы выходили на светские мероприятия. Ну, то есть можно такое комплексное впечатление создать об обстановке, и быту, получается, и даже костюмы. Вот как вам удалось, это же все очень трудоемко транспортировать, привести к нам, и насколько часто такие уникальные экспонаты покидают музей, чтобы им можно было показать на другом краю страны? Ну, мы впервые за Уралом. Вообще Петергоф, являясь парадной резиденцией на берегах Невы, в первую очередь знаменит, конечно, своими фонтанами, конечно, своими парками и своим архитектурно-парковым ансамблем.
Поэтому для нас важно участвовать в подобных проектах. Путешествие действительно сопровождается большими трудозатратами, потому что всегда любой выставочный проект – это сотворчество многих и многих людей. И чтобы привести предметы к вам, понадобилось 2,5 недели. Предметы ехали по земле с определенными очень жесткими нормами по транспортировке, но добрались мы в целости и сохранности и очень рады представить коллекцию вот в таком объеме и в такой тематике. Скажите, пожалуйста, почему по земле? Потому что это фуры. То есть мы ехали фурой, самолеты транспортные, это сезон, они перегружены, ну и вообще выставки Лучше сложно, запаковывать. да, сложно перевозить самолетами, здесь есть определенные ограничения по размерам, потому что ящики с большими крупноформатными предметами, крупногабаритными, они просто не входят в гражданские самолеты, а транспортные – это тоже очень такой сложный путь. Спасибо большое за проделанную работу. Мы очень рады, что теперь у наших детей, у наших жителей есть такая уникальная возможность прикоснуться, не выезжая из Якутии, к таким экспонатам. Ну, мы знаем, что вы в Якутии второй раз. Первый раз был перед зимой. Вот ваши впечатления от Якутии и от непосредственно нашего музея? Ну, на самом деле, самые теплые впечатления, несмотря на то, что на такое расхожее мнение, что Якутия – это всегда холод. Мы были удивлены, что такая жара, потому что это у нас холод по сравнению с вами. И очень теплый прием, очень интересно работать. Но вот помимо этого мы говорим о философии барокко в нашем проекте, но также вчера, посещая вашу сокровищницу и стоя перед уникальнейшими экспонатами, перед самородками, алмазами, меня как-то пронзила такая мысль, что удивительное сокровище нашей страны находится в Якутии на таком, не знаю, на сохранении. Вы их оберегаете, вы их сохраняете, вы их передаете из поколения в поколение. И это удивительно, потому что вы для меня такие хранители уникальных наших таких всесторонних ценностей, очень глубоких ценностей, с глубокими традициями. И мне кажется, что якутскому народу досталось вот это служение, а нам досталось очень ответственно привести вам наши сокровища. Спасибо большое. Жалко, что у нас так мало времени, чтобы обсудить коллекцию, но мы полюбуемся на нее и надеемся еще на новые встречи. Дорогие друзья, теперь у вас есть уникальная возможность увидеть все своими глазами, познакомиться с замечательными, пока еще ведут выставки, гостями, да, ну и по-другому посмотреть на философию наших сокровищ. Ну а прямо сейчас давайте узнаем у вас, вот что самое сокровенное вы помните из лучших воспоминаний о лете. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать у горожан о их лете, какое оно идеальное или какое оно жаркое. Какое у вас лучшее летнее воспоминание? Ну, гулять по лесу. Отпуск. Это лето провести на даче, у озера. Прекрасное место. Поехала за границу. Когда мы купались с друзьями, они взяли меня и швырнули, когда мне в детстве купили фруктовое мороженое. Лагерь. Ой, ну, наверное, из детства. Я выросла на реке, где мы всегда купались. Вода всегда была теплая. И вот приятные воспоминания. Ну, мы обсудили, по-моему, все об Исэхе, о празднике, но что же приготовить такого вкусного? И прямо сейчас мы предлагаем еще один уникальный рецепт из наших национальных продуктов, в частности, из рыбы. С добрым утром! Меня зовут Денис, я шеф-повар ресторана Country Steak.
Сегодня мы приготовим с вами блюдо перуанской кухни под названием севиче. Аналогию с этим блюдом можно провести и назвать его нашей пятиминуткой или сибирским сугудаем. Первым делом мы возьмем филе нашего чира. В вашем случае это может быть форель, морепродукты, муксун, нельма, все, что есть у вас в холодильнике, можно сказать так. Нарезаем рыбу слайсиками. Можно сильно не мельчить. Слайсики должны будут промариноваться у нас в соусе. Далее приступим уже к приготовлению соуса. Основой нашего блюда послужит соус из цитруса. В нашем случае это будет апельсин и лимон. Мы выжимаем сок апельсина. Нам потребуется порядка 70 грамм. Далее мы добавляем сок лимона. В лимоне содержится более агрессивная кислота, которая поможет нам ускорить процесс сворачивания белка в рыбе и ускорить время приготовления нашего блюда. Возьмем перчик чили. Количество перца чили будет зависеть от его остроты. В нашем случае это острый перец, поэтому мы добавим его небольшое количество. Обязательно уберем семена из перца. Далее мы будем использовать имбирь, корень имбиря. Возьмем небольшое количество. Далее соломку. И превратим это все в кубик. Далее добавим кинзу. В моем случае я уже ее перебрал. Вы можете использовать любую другую зелень, петрушку, укроп, листья лайма, все, что вам по вкусу. Нарезаем ее соломочкой, добавляем в нашу заправку оливковое масло. Небольшое количество для придания вкуса, аромата. Далее добавим соевый соус, тоже буквально грамм 10. И капельку меда. Теперь перемешаем нашу заправку для того, чтобы объединить все вкусы. Добавляем немного соли. Не забываем, что в севиче используется пресная рыба. Если мы будем готовить севиче из морепродуктов, то они предварительно уже будут отвариваться. Такие морепродукты, как осьминоги, кальмары, предварительно нужно приготовить. Можете соуса не жалеть. Необходимо, чтобы он полностью покрыл рыбу, для того, чтобы она хорошо промариновалась. И, как я уже говорил ранее, весь белок свернулся. Нарежем огурец кубиком. Можно нарезать слайсами, так как кому угодно. Это дело вкуса. Лично я предпочитаю нарезать все кубиком. И чем мельче он, тем вкуснее. Еще? Все хорошо. Мы используем каперсы на ножке. Мы не будем их сильно мельчить. И также выложим их на наше блюдо. Далее перейдем к предварительно замаринованному красному луку. Этот лук мы мариновали в соке лимона, соль, сахар и зелень. Также измельчим его в мелкий кубик. Украсим веточками кинзы. И сбрызнем моим, наверное, самым любимым ингредиентом – это оливковым маслом. Это придаст блюду блеск и вкус. Итак, наше блюдо под названием севиче готово. Можете подавать его на свой стол в виде основного блюда, в виде холодной закуски. Оно отлично подойдет в весеннюю прекрасную погоду, в летнее время. Приятного аппетита и всего доброго. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
С 2027 года в России появится новый способ копить на жилье. Госдума приняла закон о специальных жилищных вкладах, которые помогут собрать деньги на первоначальный взнос по ипотеке, покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Суть проста. Вы открываете вклад минимум на 3 года, пополняете его когда удобно, банк начисляет проценты, а когда цель близка, вы направляете накопление на улучшение жилищных условий. И банк обязан выполнить это поручение. Первую в республике операцию по отсроченной реконструкции молочной железы с использованием нового метода провели в Якутске. Сложнейшее хирургическое вмешательство выполнили диаплоскутом на двухдневной научно-практической конференции «Актуальные вопросы оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения». Мероприятие объединило с собой врачей из Якутии, Новосибирска, Барнаула, Хабаровска, Москвы и Казахстана. Обсуждение проходит сразу в 3 секциях: сестринское дело, вопросы лекарственной терапии, мастер-классы «Живая хирургия» в формате трансляции прямиком из операционного зала. Сама сложность работы заключается в том, что нужно подготовить и донорские, и реципиентные сосуды, принимающие и отдающие, так называемые, если говорить обычным языком, сосуды, которые будут соединяться между собой. То есть это свободный кожно-жировой лоскут, который берется у женщины в данном случае из-за избытков, из-за наличия фартука на брюшной стенке. Мы забираем этот лоскут и его пересаживаем в зону, где будет формироваться новая молочная железа, соединяя этот лоскут с сосудами на грудной стенке и создавая новую молочную железу. 7 ключевых учреждений от Национальной библиотеки и оперного театра до краеведческих музеев и Центра культуры в Покровске в этом году пройдут капитальный ремонт на 251,5 миллиона рублей. Где-то уже меняют кровлю и фасад, где-то обновляют системы отопления и электрику, а в библиотеках создают уютные пространства для читателей всех возрастов. И все это к радости жителей, для которых эти здания не просто учреждения, а настоящие центры притяжения. За последние годы в республике уже построили 62 новых объекта культуры, а теперь к ним добавятся обновленные легенды, чтобы наследие предков встречалось с технологиями 21 века. В Якутске завершаются прослушивания 3-го международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». В этом году масштабное творческое состязание объединило более 1700 участников в возрасте от 5 до 24 лет, которые соревнуются в 9 различных номинациях, включая академический вокал, хореографию и игру на инструментах. Конкурс охватил 21 района Якутии в очном формате, а также привлек дистанционных участников из 8 регионов России и зарубежных стран – Монголии, Казахстана и Индии. Программа завершится 26 июня проведением мастер-классов, а итогом станет торжественная церемония награждения. Ну, традиционно, это, вы знаете, как в фигурном катании есть 2 оценки за технику, за артистизм. При исполнении на музыкальных инструментах жюри учитывает именно 2 вот этих составляющих. То есть мало того, что участник должен максимально технично владеть инструментом, ну, плюс к этому еще и постараться создать в зале какое-то настроение, то есть передать тот характер, который планировал композитор. Достаточно много очень ярких молодых исполнителей. И это радует, что вот как бы не самый большой город, да, у нас в России, но тем не менее достаточно много ярких исполнителей. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Но мы продолжаем ознакомить с празднованием Эссеха на территории городского округа город Якутск. Если вы еще не решили, как добраться до празднования Эссеха, организаторами предусмотрели несколько удобных вариантов маршрутов из Якутска. Для гостей праздника 27 и 28 июня будут работать специальные автобусные маршруты номер 155 и 156. Маршрут номер 155 будет курсировать от медцентра до Усть-Хатыня и обратно. Днем автобусы будут отправляться каждые 10 минут, а в ночное время примерно каждые 20 минут. Маршрут номер 156 свяжет автовокзал с местностью Усть-Хатынь. Интервал движения составит 12 до 15 минут. Для перевозки пассажиров задействуют автобусы с кондиционерами, поэтому будет очень комфортно. Вот такую информацию успела вам еще сообщить. Ну и, конечно, пожелать вам хорошего дня, прекрасного предпраздничного настроения. Пусть сегодняшний рабочий день будет по-особенному ярким, наполненным приятными событиями. Ну а прямо сейчас мы завершаем наш эфир традиционным музыкальным клипом, таким же ярким, веселым, радостным, чтобы подарить вам еще раз улыбку. Начинайте утро вместе с нами на Якутия 24. Ну и напоминаем, что у нас есть Макс Телеграм, где мы всегда с вами. До новых встреч!
очень лето, люблю, когда тепло. С родителями в отпуск отправлюсь я легко. Оставлю все заботы и срочные дела. Мне тоже нужен отдых, ведь молодость одна. Хей, лето, лето розового цвета, как сладкую конфету люблю тебя я, лето. Лето, лето, сяду на диету, маникюр, массаж, а потом на пляж. Люблю я очень лето, люблю, когда тепло. Люблю, когда цветочки и дышится легко. Под солнышком на пляже люблю.